Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у меня знаменательный день. Еду защищать магистерскую диссертацию. Надеюсь, все получится. Подготовка была тяжелая. Этот год был тяжелый во всех смыслах и планах. Что по парку, что по учебе, что по практикам, вообще что по работе. Очень много работы в этом году было. И надеюсь, что эта работа принесет положительный результат. Вот мы сейчас едем, уже Василеостровский остров проехали. Сейчас въезжаем здесь на север Питера. В общем, готов к бою. Мусиенко, хорошо, подчеркиваем практически значимость работы. Еще раз вас всех поздравляю с успешной защитой и желаю вам удачи. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Всего хорошего, молодцы. Спасибо, да. В дальнейшей жизни. Спасибо. Спасибо всем большое. Спасибо. Дорогие друзья, ну что, защитили мы диплом. Слава богу, сейчас вот поехали за щенками. Встретил я Алексея. Алексей, помаши ручкой. Wolfenдог. Вон сейчас вот коробку подготовили, взяли там в магазинчике. Вот ждем щенков наших от Кубы. Дорогие друзья, вот мы зашли домой к Виктории. Виктория, поприветствуй. Вот они какие у нас малыши. Кай, ты чё? Не буксуй. Все, я забираю от тебя, малышей. Ты здоровый какой вообще. Ой, какой, да, молодец, да. Красавец. Красота. Сейчас заберем этих малышей. Он точно на меня не нападет? Он ни на кого не нападал? Сейчас, малышня, сейчас. Красотка, ты чего? Чё такое? Чё ты? Иди сюда. Вот молодец, на. Вот серьезный, да. А это кто тут такой? Забился. Малышок. Это сам маленький, да, походу? Да, маленький. Красавцы. А это кто? Вот это кто самый большой? Золотой. Так интересно, лисичек похоже. Да. Те у меня, конечно, покрупнее потом. Ух, как они вылазят. Привет. Красавцы. Ну, Виктория, спасибо тебе большое за то, что приняла, выходила их. Теперь предстоит это нам уже полегче работа намного. Дай бог, все будут живенькие, здоровенькие. Красота. Пойдемте, малышня, вас ждет козье молоко, фаршик. Ну что, привезли их, посмотрите, в какое место. Уже сразу описали здесь все, сколько на вас пеленочек хватает. Сейчас вам козье молочко дадим. У нас есть козье молочко, прям с-под козы покупал я. Вот, сейчас я им налью и буду всех поить. Так, малышня, сейчас вам понравится такая пища. Это все-таки козья, натуральная. Так. Вы чё? Тихо. Маленький еще совсем. Вы чё, не хотите пить? Не привыкли, наверное, к такому. Вон, смотри. Кто это первый начал пить синей лентой? Вон как, давайте, молодцы. Сейчас еще и фаршка дадим. Сейчас на козьем молочке поправить. Что-то они мелковатые на самом деле для своего возраста. Вот этот самый маленький, этот средний, вот этот самый большой, который начал сразу пить. Сейчас сделаем веганым также. Веганым мясо сразу пойду дам. И этих сейчас тоже фаршиком накормим. Видите, сразу описали все, их это менять сразу нужно, пеленки. Видите, как едят, молодцы. В ближайшее время выйду в прямой эфир. У нас новости. Поэтому буду общаться, рассказывать. На этих щенков, кстати, по
выкармливанию мы отдали, получается, около 60, 65 или 70 тысяч девочки, которая выкармливала их. Спасибо большое Виктории. Ну там вместе с кормом совсем вот нам обратно все передали, смотрите. И почти 150 клиники за 10 дней, по-моему. Там, ну, вместе все взято. За первые 2 дня там 70 отдали, когда Куба рожала. И, в общем, поэтому, дорогие друзья, не спрашивайте, почему такие щенки, тем более от Кубы. От Кубы у нас, скорее всего, только на заграницу пойдут. Одного себе вот этого оставляем, крупного. Вот он, по-моему. Они на лисят похожи, они не на волчат, на лисят. Ну, видите, то, что дома жили, сейчас попробуем. Постепенно на улицу будем переводить их. Пока так. Молодцы. Ну что, молочко вылокали. Теперь у нас фарш сырой. Посмотрите, как накинулись, тоже едят. Все вот эти вот канины, манины, все это ерунда. Их уже нельзя этим кормить. Ну, можно, но лучше вот. Вот эта пища лучше намного. Натуральная. Веганы вообще не едят магазинную. Вот эту всю ерунду. Корма и тому подобное. Едят чисто вот сырое мясо. Вон там сердечки есть сегодня у них будут. Покормлю их сердечками. Сейчас они быстро наберут на мясе и на молоке. Доброй ночи, дорогие друзья. У нас ночная кормежка. Мамку отдельно отсаживаем. Мясо едали. Курицу спасибо большое, кто там на стриме. Алексею донатил на курочку, на гостинцы. Спасибо огромное всем. У нас вот так вот выглядит. Все, сегодня дождь. Смог. Ну, короче, не дождь, а сегодня у нас мокрый снег. Что вы, щенятки? Красота. Сейчас мамку уже пускать буду. Добрый день, дорогие друзья! Вчера прилетел к нам Алексей. Как вы знаете, канал у него Wolf and Dog. Обязательно в описании переходите по ссылке, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. У нас такой вопрос у подписчиков. Очень много человек пишет про цену валлендов. Почему такая цена? И обоснована ли она? Алексей, вот как он давно уже занимается валлендами? Сколько лет? Первый раз. Больше, наверное, 15 лет
лет назад, наверное, я купил первого щенка у Казиса Буошка за 40 тысяч рублей. 15 лет назад 40 тысяч, да, щенок Понимаете, стоил. у меня на то время отец, как бы мой, зарабатывал там 7-8, там, ну, 10 тысяч у него зарплата была. То есть, как бы, я считаю, это нормальная цена, и сейчас их еще намного меньше стало, собак. И эта цена должна быть не 70 тысяч, а минимум 150 тысяч. У Овчаренко Михаила я брал Линду, по-моему, крайнюю, я за нее 70 тысяч отдал. Ей сейчас где-то 6 или 7 лет Линде. Да, Михаил Овчаренко, это кто занимался 20 лет селекцией этой работы Павелендов. Царство Небесное, он умер 2 года назад. И вот мы подхватили я, Алексей и Александр Зубов. Мы троем, у нас команда, зарегистрированный клуб, зарегистрирована порода. Поэтому вот вам Алексей сказал, что эти собаки еще 15 лет назад 40 тысяч стоили, когда его отец получал 7 тысяч. А Овчаренко 7 лет назад покупал за 70 тысяч. 2 года в очереди стоял, чтобы купить Линду. У меня была западно-сибирская лайка, ее сбила машина, и я не мог найти себе замену лайки. Много покупал лаек и за 25 тысяч, и за 50. И держал ее на протяжении года-двух. Она не показывала такого результата, как мне хотелось там по охоте. И я стал опять в очередь, чтобы завести себе волкособа. Раньше их не было, не называли валендами, они были просто волкособ, там гибрид. И все, я купил себе собаку и считаю, что 70 тысяч даже на этот момент это мало. Ну кто понимает в этом, они даже не спрашивают. Не спрашивают цену, да. Они сразу, у меня, допустим, в этом году были такие люди, у тебя есть волкособ? Есть, все, выезжаю, не умничаю, там родословная, не родословная. Кто покупает такую собаку, он уже изначально должен изучить, что за собаки, кто их держит, у кого они находятся. И приблизительно знают, что хорошая собака стоит хороших денег. Вот, в принципе, вы услышали, Мое мнение. да, мнение Алексея, который тоже держит 15 лет собак таких. Я думаю, всем теперь понятно должно быть по цене. Я сам говорил, что я, будучи студентом, тоже зарабатывая там минимальную цену. Это было 11 лет, 12 назад. И я копил, откладывал, там, устраивался на работу, чтобы купить отцу волкособа в свое время, второго поколения. У меня даже было в этом году, получается, 2 сучонки, 5 месяцев, на них были клиенты. Я их мог и в месяц продать, и в 2 месяца продать, и в 3. Я выбирал, искал, чтобы собака попала в нормальные руки. Я продал, вот буквально все они у меня разлетелись, как горячие пирожки. Но хорошего хозяина, который действительно, что собака должна попасть в те руки и радовать, а не так, знаете, некоторые там гонятся или за модой, или там в квартиру, я не знаю, что людьми... Да, в квартиру очень много пишут людей, Да. всем отказываем, поэтому некоторые щенки свободны до сих пор, потому что очень много людей пишут квартиру и готовы платить, там и 150 тысяч мне писали, но не могу я квартиру продавать. Чтобы собака не мучилась, собака должна развиваться, у нее должен вольер хороший, должна быть нагулка, настрел, это как-никак охотничья Да, собака, согласен. а не такая, не комнатная. Он грызет железо. Ну вот эти вот щенки мне больше всех нравятся. Да, Алексею Самые понравились такие от Веги. Экстерьерные от Веги самые такие. Носы у одного уже видно, что розовый, у другого черный. Это Да. 2 девочки, да? Да, 2 девочки. Одна как волчонок, вот эта сидит, а вторая, вот, которая с розовым носом, такая как смелая. Кого не устраивает такая цена, кто считает, что это дорого, сразу лучше не пишите, обходите наш канал стороной, не надо нам писать. Если вы не можете купить такую собаку, значит вы не сможете содержать ее. Потому что такая собака, мало этого, что купить ее за 70 тысяч или за 100. В нее надо еще 1200 как минимум вложить, построить ей хороший вольер, хорошую будку и также покупать лицензии, водить. Если у вас нету денег, нету возможностей, вам эта собака не нужна. Это, как говорится, не ваш уровень или, ну, по факту, ну, а как есть, так и есть. Вот он, друг Рамзан. Вчера с ним встретились в метро. Случайным Да, образом, он вообще, пока был я крайне сдавал этот. удивлен. Да, я, честно говоря, польщен.
Что это, вставлять или вырезать? Что можешь ставить? Ну все, провели Алексея в аэропорт. И заехал я за посылочкой. Мне позвонили с Алтайского края. Эта посылочка у нас с сувенирной продукцией. Сакела и Фурия, если не ошибаюсь. И еще вот нам медок передали со своей пасеки. Спасибо огромное. Посмотрите, красота какая. Мед. И сейчас проверим, распакуем продукцию сувенирную. Покажу вам. Пробные магнитики. Посмотрите, вот Акела. Вот Акела. Если вас такие сувенирчики заинтересуют, дорогие друзья, тогда будем делать предзаказы и заказывать партии. А так, как бы, ну, пока мне на пробу вот прислали, посмотреть в подарок, в общем. Фурия. Магнитик вот Фурии. Видите, подписано Фурия. И Акела. Но самое важное здесь, из чего этот магнитик. Магнит из ревневской яшмы, душа великого камня, тепло наших рук. Смотрите, яшма, изумительный подделочный камень, знаменитая достопримечательность России, в связи с созданной из него самой большой вазой в мире. Эта ваза находится в Санкт-Петербурге в Эрмитаже, весом около 20 тонн. Наполненная ваза высотой более 2,5 метров. Туда-сюда, вот тут описывается, в 19 веке в Алтайском крае была она создана. Ну и вот, посмотрите, сами читайте, что это. В общем, я думаю, вы прочитали все, из чего состоит этот камень, что это за камень популярный. И если вам будет интересно, можно будет делать, как я сказал, уже предзаказы таких магнитиков. На самом деле очень крутые. Акела получился красиво. Смотрите, реально как картинка. Вот Фурия. Красота. Спасибо огромное за такие сувениры Вадиму с Алтайского края. Спасибо. Вот он еще подарочки такие. Вот бальзамы с Алтая. И это, наверное, у нас, я так понял, эти, как оно называется у нас? Прополюс, да. Вот пакетики Прополюс.